Новое радио. دوستان عزیز درود میگیم با کلی یکایکتون درود میگیم با کلی اونهایی که ناکک با موجی ما پیوست شدن. سلام و درودی به پایان با همه شما. بار دیگر روزی بهار با شما مبارک باشد. اونهایی که با موجی ما پیوست هستند و اکنون برنامه اساطی قسمت دوم شروع میشود. مشکلی که پیشتر گفتیم مهمانی مالکه در نزد ما قرار دارند. Лайло Тагаева по радио Нав, яъне ширкат варзиданашро мегӯем хуш омадед. Салом. Что ж, добро пожаловать, Лайло Тагаева. Я вот слышал то, что вы руководитель креативного агентства Пурнур и также организатор крупных столичных ивентов и, конечно же, издатель одного из популярных в сети онлайн-издания Lemu Media. Сарва фикр мекунам ки Лайло пеш аз оне ки дар бораи корашон гап зананд, ман фикр мекунам аввал худро муаррифӣ мекардед ки Лайло барои шунавандагони мо та кадом андоза фикр мекунам зиёдиҳо мешиносанд аллакай шуморо ва боз як бори дигар аз наздик чун Қандил Тоёров шуморо намешиносад ва ҳамон хотир мехоҳам бифаҳмам ки Лайло ки аст. Албатта зиёдтар аз ҳама ман мешиносам ва биед мефаҳмем. Всем привет, ассалам алейкум. Спасибо, что пригласили в эфир. Не знаю, знают ли меня ваши слушатели. Вообще, я не ставила перед собой цель, да, чтобы меня кто-то знал и вообще быть такой супер популярной. Но мы делали очень классные вещи, о которых хотелось бы говорить. Уже меня представили, я являюсь руководителем уже где-то 10 лет рекламного агентства Пурнур. И совсем недавно, 2 года, как мы издаем онлайн-издание, вернее, запустили онлайн-издание о молодежи, для молодежи, и мы бы хотели тем самым усилить голос молодежи и побольше рассказывать о современном Таджикистане. О современном Таджикистане это уже интересно. Да. Я думаю, что когда мы запускали эту идею, когда мы запускали Lemu Media, мы ставили перед собой цель, что мы исключим абсолютно все, что такое неприятное, что... Негатив, да? Негатив, да. Мы будем такие, я вот недавно говорила в другом интервью, что мы будем такие в розовых очках и говорить о всем положительном, что происходит. И особенно о том поколении, которое сейчас растет, потому что это вот потрясающие девушки, потрясающие ребята и вообще... Очень много людей, на которых стоит равняться, которые здесь живут, которые живут в других странах. И мне вот приятно с помощью нашего издания усиливать их голоса, усиливать их намерения и все остальное. خب دوستان عزیز اکنون ما معلومات رو گرفتیم نسبت به لیلا و شما میتونید که سوالهای خود را نسبت این مهمانی امروزه ما میتونید که بنویسید با رقم های وایبری 55 00 55 955 و رقم های تلفنی اصلا میتونید زنگ بزنید 44 62 00 955 و سوالهای خود را نسبت مهمانی امروزه ما گفته باشید. Ну что ж, напоминаем, друзья, вы можете присылать свои сообщения, вот, допустим, какие-нибудь там вопросы появятся по номерам Вайбера 55 20 559 55. И также можете звонить по горячей линии прямого эфира 44 620 09 55. Инак биет занга савалан кабул мекунем. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Субҳи шумоиз бахайр бошад. تشکر با شما که قندیل و که مهریدین لایلو بنور خوش آمدید میگویم با استودیوی رادیوی نو و یک سوال داشتم که لایلو بنور شما موفقیت خود رو در چی میبینید یا اینکه در کی؟ اول نام خود رو میگفتید؟ من Хуршеда هستم. Хуршеда, бехтарин, ва гуш мекунем. Спасибо большое за вопрос. Ну, как бы я бы не говорила, что это прям какой-то большой успех. На самом деле, общаясь в своих соцсетях, общаясь в каких-то, не знаю, интервью и везде, честно говоря, я беру на себя небольшую ответственность на то, чтобы вдохновлять девочек, чтобы они развивались. Потому что, мне кажется, большинство женщин воспитывают, получается, детей, и мне кажется, это очень интересный опыт с точки зрения того, что женщины играют большую роль в обществе, и воспитывая свое поколение, они воспитывают страну. Что касается моего успеха, мне кажется, это немножко громко сказано, но если вы хотите состояться как личность, если вы хотите сделать что-то действительно интересное, просто нужно брать и делать. Вот в этом вся проблема. Потому что многие рассуждают, а нужны деньги. То есть... А если не получится, то там, допустим, финансы, тут еще возникает такой вопрос. Я как раз-таки за счет того, чтобы начинать любой бизнес, начинать любое начинание без каких-то денежных вложений, потому что это всегда исключает много творчества. То есть чем меньше денег, тем больше креатива, тем больше ты сидишь, думаешь, боже, а как мне найти выход, чтобы сделать вот эту вещь, но без денег?
ты находишь партнеров, ты находишь какие-то интересные идеи. Поэтому я вот именно когда начинается стартап и вообще против того, чтобы туда вливалось сразу и много денег. Все должно быть постепенно. Поэтапно должно быть это все. Да. Да, вы правы. Вот, что еще могу подсказать девушкам? Просто, наверное, надо найти себя, найти то, что ты умеешь делать, и умеешь делать лучше других, и развивать это. Я вот думаю, вот в этой жизни как бы самое сложное это вот найти себя, найти свое хобби, вот увлекаться чем-то. Это думаю, вот самое сложное вот это вот. Но как бы уже себя нашел, то, что мне нравится, я уже этим занимаюсь. На самом деле, ищущий всегда найдет. Если вы решили для себя найти свое хобби, решили для себя найти какое-то призвание, это обязательно к вам придет. Не без этого. То есть вы не будете в долгом таком десятилетнем поиске себя и все остальное. И самое главное, вы сказали, если что-то пойдет не так, если случатся ошибки, это нормально. Это, я считаю, что, до сих пор такое у меня сейчас пока, правда, двоякое уже мнение по поводу этого. Любой рост, любое это сопровождается какими-то ошибками, сопровождается какими-то неприятными ситуациями, и это нормально. То есть только проходя через все эти этапы, и обязательно, я думаю, что они должны быть сложными, потому что только это ускоряет твой прогресс. Вот поэтому не нужно как бы расстраиваться, да, вы советуете, не надо расстраиваться, не надо как бы падать духом. Да, больше энтузиазма, конечно. Да. Вот я считаю, что в моих глазах всегда горит огонь, много энтузиазма, и за что бы я ни взялась, там всегда очень много эмоций, много желания менять мир, не знаю, менять мир вокруг себя. Да, конечно, вот как говорят, just do it. Да, есть такая. خب من از لیلا میخواستم یک چیز رو بپرسم که شما تو به همین سطح رسیدن چی راهها را طی کردید، چی مشکلی ها بود که مثلا پس سر کردید، چی کمبودی ها بود در حیات یعنی ایجادیتون، در حیات کاریتون، برای شما چی مشکلی ها بود؟ آیا یگان وقتی شده بود که شما گفته باشید که بس من دیگر از همین کارها دست میکشم و دیگر این کار را تکرار نمیکنم و دیگر یعنی به این راه نمیروم، همین گونه مشکلی ها بود؟ Конечно, мне кажется, в жизни любого предпринимателя, в жизни любого человека всегда бывают моменты, когда они хотят остановиться. Но это нормально, это просто какое-то эмоциональное выгорание или какое-то физическое. Это просто нужно отдохнуть, прийти в себя, восстановить свои ресурсы и снова начать двигаться. Что касается каких-то сложностей, опять-таки, не без этого. Мир не идеален, то есть мы не можем вот так вот я решил, и все такое пошло-поехало по тому сценарию, который ты в голове себе нарисовал. Обязательно будут, и тем это интересно, обязательно будут какие-то вещи, которые будут тебя сталкивать с этого пути. И, наверное, это какая-то небольшая проверка. Что-то мы как-то ушли в философию. Да, философию ушли, да. Давайте о чем-то вот поконкретнее. Начиналось все очень просто. Мы с моей близкой подругой Сабиной Хамраевой решили открыть журнал, который назывался «Мир рекламы». Мы тогда, мы запустили журнал «Мир рекламы», мы 5 лет им активно занимались. После этого мы запустили, Андил, ты знаешь, самое клевое мероприятие, которое для меня первое было «Ночь пожирателей рекламы». Мы точно понимаем, что мы хотим делать все вокруг рекламы. Мы хотели вот просто, чтобы мое имя, как Лайло Тагаевой, команда Пурнура, команда, это все ассоциировалось с какой-то рекламой. واقعا من درباره رکلام میر بسیار معلومات داشتم و من زیاد میدونستم، زیاد یعنی اینفورماسیون داشتم و حتی وقتی که گفتیم که لیمو میدیا، بعد من گفتم که با فکر من لیلا در لیمو میدیا نبود، شاید این دیگر لیلا باشد. اما بعدتر ما فهمیدیم که یعنی ایواز کرد، ایوازی نام کرد، ایوازی کار کردند، ایوازی تغییرات کردند، ایوازی مقصد و نیت‌های کاری خود کردند و گذاشتن با لیمو. شما درباره لیمو کمی معلومات میدادید که لیمو میدیا یعنی تا کدام اندازه با چه کارها مشغول است و چه کارها رو به انجام میرساند؟ Лиму медиа это такая интересная история, она появилась у меня в голове на клевом мероприятии в Алмате, на Говайра, где выступали несколько девушек, которые являлись издателями молодежных изданий. Я еще тогда поняла для себя, интересно, значит, можно сделать издание, где не будет новостей, разве можно делать издание, где не будет политики? И такой у меня был инсайт. И просто тогда закралась мысль, что нужно создать что-то похожее.
нужно создать вот такое вот сообщество. Позитивное, да, что-то позитивное. развлекательное. И самое интересное, мы точно были уверены, что это должно быть диджитал. Мы точно хотели, чтобы это было онлайн, и это давало очень много других возможностей. Делать видеоформаты, разные другие мультимедийные форматы. И когда мы запустились, и когда мы придумали название, и когда случилось много вещей, которые поддержали, поддержали нашу идею в запуске этого издания, мы вот прям 2 года, уже вот 15 мая исполнится 2 года, и мне кажется, мы добились того, что мы хотели. Вот вы знаете, в процессе того, как вы вот рассказываете, да, об этом, мне вот интересно стало, и вопрос у меня возник такой. Вот онлайн-издание Limum Media, как это... Ну, я понял то, что вы сказали, Limum Media вот пришло в голову, когда вы были в Казахстане, да? С кем вы это придумали и создали аккаунт в Limum Media? Кто-нибудь вам помог в этом или как бы вы сами это сделали? Ну, конечно, я прям всех призываю к тому, чтобы не запускал, обязательно объединять вокруг себя людей, потому что даже если ты такой супер эгоист и хочешь все лавры себе, но это очень такая дурацкая история с точки зрения того, что ты просто... Эгоизм получается. Да, эгоизм, и устанешь, и вообще у тебя ничего хорошего не получится, да. Опять-таки, я повторяю, что когда идея закрылась, потом появились люди вокруг, которые, журналисты, потому что я больше бизнесмен, то есть я все равно рассматривала это не просто на уровне «хочу, это будет классно, будем говорить о молодежи», но еще и думала, боже, а как на этом еще и заработать? Вот, это тоже важно, всем советую, кто бы что ни начинал, конечно, когда ты уходишь в мечты, как это будет прекрасно, да, все остальное, всегда задуматься, всегда взять калькулятор и посчитать, насколько нужно быть иногда математиком. Иногда очень часто. ого, чанд пул ин нақша ман то кадоманза даромад меорад, так. Калькулятор, и потом, ага, все, ясно. Баъдан мо дар ин баробар боз метавонем ки ин корро кардан мумкин, бале амхел? Да, есть такое. Ҳатман пул бояд фикр карда шавад, да? В каком смысле пул? В любой бизнес, даже ваше радио, здесь что-то нужно покупать. Конечно, розыгрыши часто тут проводятся. Все остальное, но любая некоммерческая деятельность должна поддерживаться коммерческой деятельностью. То есть мы не можем постоянно быть такими мечтателями, идти и делать что-то, не задумываясь о другой стороне этого бизнеса. И что касается Limum, на самом деле я до сих пор благодарна таким ребятам, как Тимур Тимирханов, как команде Интерньюз. ЕБРР нас поддержали, они выделяли субсидии мне как девушке-предпринимателю. То есть, опять-таки, я не вкладывала никаких личных средств, чтобы запустить это медиа. У меня было просто желание, все вокруг закрутилось и завертелось. Вот когда был предыдущий вопрос, если девушка хочет что-то запустить, просто она об этом думает и просто объединяет вокруг этого людей, компании и все остальное. вақте ки ман ҳангоме ки Limum Media-ро мефаҳмам, аввалин саволе ки ба гӯшам мерасад, мегӯям ки лимо ва анамун лимончою, анамун зарди лиму ва анамун чизо ба пеши назарам меояд ва мехоҳам бипурсам ки Лайло вақте ки Limum Media-ро барои худ ихтиёр кардан ки ном гузоранд барои ин яъне нашри онлайни, ман мехоҳам бипурсам ки оё ба монанди ман лимончойро дӯст медоранд ё ин ки лимуро дӯст медоранд ё ин ки ҳатто анамун логотип, ҳамун нишонаи худи ташкилот барои шумо масалан як пораи аз лиму аст. Ман мехостам бифаҳмам ки чаро маҳз лиму? Ба фикри ман Таджикистон по-английски одам ки лимончой на основе вина. Лимончой даже такой национальный напиток, я думаю. Сезон гриппа, да? И простуды. Любой сезон, куда вы ни пришли, вас спрашивают 3 в одном, да? 3 в одном. На самом деле, когда мы задумались о том, как будем называть этот, мы сильно не заморачивались, мы не хотели уходить глубоко, опять-таки, в ту же философию. Нам хотелось чего-то сочного. То есть просто слово лимон вызывает у вас уже какие-то ощущения приятные, кисленькие, свежие, яркие. Ощущения, да? Тоже все сглотнули. Вот, и мы понимали, что это таджикские лимоны, они самые популярные, на мой взгляд, они вкуснейшие в мире, просто таких лимонов нигде нет, и я даже историю читала, что это гибрид, привезенные из какой-то другой страны, и именно на нашей земле они такие вкусные. Вот, мы не хотели, чтобы это было какое-то латинское название, и не русское, мы хотели, чтобы просто мы перевели слово лимон на таджикский язык, и у нас случилось вот Limum Media.
ва воқеан вақте ки масалан ҳар як нафар ягон нияти кор мекунад, нияти номгузорӣ мекунад, бисёриҳо например ман фикр мекунам ки зиёдие ҳастанд ки ҳафта моҳ сол андеша мекунанд барои як ном ва шумо масалан тахмин кардеду гуфтед ки биед беҳтаринаш мо лимонро интихоб мекунем ва на лимон ба масалан ягон калимаи байналмилалиам бигӯем хато намекунем, чун яъне хеле замонавӣ аст лиму медиа ва ихтиёр кардед ҳангоме ки вақте ки ман аввалин маротиба ба лиму медиа ворид шудам ва ҳамун як пораи лимуро дидам, рефлекс пайдо шуд дар обҳои даҳони ману гуфтам ки дохилаш ҳам шояд ягон чизи хубе ҳам бошад ва ворид шудам. Фикр мекунам ба монанди ман зиёдиҳо ҳастанд ки вақте ки лиму мефаҳманд ва очень острые, как бы кислые ощущения. Бале, ва ҳамун эҳсосот, ҳамун ашушения, ҳамун таъсири лиму, ҳамун таъсири пораи лиму барои ҳар як мизоҷи шумо метавонад ки таъсир расонад ва хеле хуб ихтиёр кардед. Хеле барои ман писанд аст. Спасибо, Рахмат. Саломат бошед. Да, но мы еще и параллельно, получается, рекламщики. На самом деле, это еще другая наша часть, профессиональная часть. То есть тоже, когда мы думали о нейминге Пурнура, как мне сказал один казах, если бы ты жила с таким агентством в Казахстане, твое рекламное агентство взлетело бы, да, потому что начиналось у нас с Нура. Прям взлетело. Да, каждое название, что Пурнур рекламное агентство, оно и что Лиму Медиа, оно олицетворяет наше внутреннее состояние. Для нас это очень важно, чтобы человек, прочитав, поняв, увидев, вообще сразу прочувствовал всю, может быть, всю сущность того бренда, который мы создали. Вот так. Вот вы знаете, все это, конечно же, интересно. Мне вот, конечно, больше интересно, что вот в Таджикистане был фестиваль где-то вот буквально 2 года назад, фестиваль Мото и Яллы. Я, кстати, вот тоже там был, и недавно как бы я вот смотрел видео и вас там увидел. Я вас там увидел, да, вы как бы давали интервью. Мне вот стало очень интересно, вы как бы сами вот руководителем были, как бы организатором этого фестиваля. Да, расскажите. да. Наше рекламное агентство является организатором фестиваля еды и музыки. Последний он так назывался. И он запустился, он уже идет подряд 3 года. Первый мы запускали в парковке Ашана, второй мы делаем фестиваль еды и воздушных шаров. И это не фестиваль Мото и Яллы, это фестиваль музыки и еды. Вот, да, мы запустили это мероприятие, оно потрясающее, но оно очень нам сложно далось, потому что после этого мероприятия, наверное, год я прихожу в себя, потому что оно очень сложное. Но вы только представьте, что у нас не развита культура концертов, то есть, да, ну каких-то местные звезды. С нуля как бы это все делать, это даже похвально. Я да, это с нуля делается, это всегда очень сложно, но мы надеемся, что наша страна придет к тому, что, как минимум, наш город придет к тому, что у нас будут большие open-air концерты, потому что, да, вспоминая все эти ситуации, связанные с организацией, с привозом этих звезд и всеми остальными моментами, которые были связаны с этими, они достаточно сложные, но увидев те лица, допустим, такие же, как вы, допустим, да, ребят, молодежь, которые уходили с фестиваля, уходили с, ну вот просто нескончаемо чувствовали счастье, все подпевали просто. Вот это вот, честно говоря, меня и вдохновляет. Мне от этого даже прям мурашки по телу, потому что ради таких ощущений нужно людей, стараться. Да, потому что мы всегда, наш внутренний мир и вообще все, что будут богаты только тогда, когда мы будем полны впечатлениями. Потому что я сама вот и вдохновление придет, и, конечно же, в то же время придет мотивация, да, и старание. Вот вы знаете, вот думаю, побольше бы вот в Душанбе, в Таджикистане, в частности, вот таких вот мероприятий, да, вот, что вот море ощущений, вот после потом остались вот такие вот, как бы, хорошие впечатления. Согласна. барои Лайло мехостам як суол дигар аз тарафи худам мехоҳам. Лайло, ба фикри шумо имрӯз рекламаи Тоҷикистон ки шумо хеле муваффақ шудаед дар роҳи реклама, махсусан дар Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон аллакай муаррифӣ мешавад ин ширкати Пурнур шумо ва ман мехостам бифаҳмам ки оё чӣ тавсиёт доред, чӣ фикру андешаи шумо нисбати ман фикр мекунам ки хеле воқеан рекламаи Тоҷикистон, махсусан соҳаи реклама хеле дар сатҳи на он қадар боло қарор дорад, яъне дар сатҳи поёнӣ қарор дорад. Ман фикр мекунам ки аммо анамон ташкилоти шумо тавонист ки ҳамин мушкилиро каме бартараф кунад ва барои дигар ташкилотот чӣ тавсиёт доред? Я согласна с тем, что реклама, маркетинг в стране не так хорошо развит, как, например, в других странах. На самом деле большая здесь, я бы не сказала, это проблема, задача системы образования, потому что никто никого не обучает становиться рекламщиками профессионально. То есть
Никто на это... Все мы самоучки, мы пришли, мы практикуем, что-то получается, что-то не получается, и потом, спустя некоторое время, еще умея на этом зарабатывать, ты становишься таким профессиональным рекламщиком. Но даже если рассматривать опыт тех же казахов, узбеков, кыргызов, честно говоря, вот этого творческого потенциала у нас не так много. Но есть прогресс. Я знаю, что летом прошлого года наши ребята из Усток Дизайн выиграли золотую награду, золото они выиграли в Центральноазиатском фестивале рекламы. То есть есть к чему стремиться, и я думаю, что нам просто надо работать. бале ман фикр мекунам ки масалан ҳатто ширкати пурнур дар оянда анамин тасмимро мегирад ва мо пешниҳод мекунем аз тарафи радиои нав махсусан ки ҳамин як мактаби хуби барои яъне мутахассисон тайёр кардан мутахассисони соҳаи реклама махсусан ҳамин чун мутахассисон нестанд дар тоҷикистон яке аз камбудии асосӣ воқеан дуруст қайд кардед ва шумо ҳамин мактабро ҷорӣ кунед ва ҳамон хоҳишмандон рафта курс биомӯзанд курсҳои шояд кӯтоҳмуддат бошад ва ин рушд кунад дар Тоҷикистон. Да, я думала об этом, но, наверное, сейчас чуть-чуть немножко рано, но мы, в свою очередь, мы организовывали первые конференции по рекламе и маркетингу, мы организовали такие ивенты, как Best Marketing Craft, и привозили к нам сюда. Это тренинги были или что? Это были двухдневные, я бы сказала, что это не совсем тренинги, это лекции людей, которые приезжали из других стран. Вот я помню, одно из самых интересных наших спикеров, это Владислав Деревянных, они являются рекламным агентством номер 1 в России. Он приезжал, читал очень крутые кейсы, которые они реализовали. А где это проходило, извините? Это было опять-таки 3 года подряд. Это и в Исмаилском центре, Катар-Диаре, в Хаяте. Да, мы проводили эти мероприятия. хоб бинандагони азиз, дӯстони азиз, шунавандагони доимии радиои нав, мо идома медиҳем барномаи сайтиро. хотиррасон мекунем ки меҳмони мо ҳаст Лайло Тағаева ва директори ташкилоти эҷодии Пурнур ва нашри онлайни Лиму Медиа. мо барномаи сайтиро идома дода истодаем ва мехоҳам аз ҳама саволи ҷолибтарин барои ман хеле муҳим میدونم برای شما اما من میخواستم بفهمم که لیلا از ساحه هنر چی احساسات دارد و چی مثلا چون وقتی به لیلا توجه میکنی میگی که چگونه اکتریسه زیبا است وقتی که به لیلا توجه میکنی میگی چگونه مثلا رقاصه زیبا چگونه ایجادکار است واقعا اما من میخواستم بفهمم که آیا شما با خواندن اپرا یا اینکه با سرودن شعر یا اینکه نمیدونم یعنی در صحنه به حیث همچون یک اکتریسه برآمد کردن نمیدونم کدومش برای شما زیاتر پسند چی رو زیاد دوست می‌دارید این برای من خیلی عجیب است. Мне кажется, такие таланты у меня просто как их даже нет, но я большой потребитель впечатлений, я обожаю театры, концерты, киношки, все, что так или иначе связано с музыкой, все это меня сильно вдохновляет, потому что без вдохновения, без вот какого-то порыва, не знаю, каких-то чувств, впечатлений очень сложно двигаться. Наверное, возможно, я бы попробовала себя в актрисе, в актрисах я бы сыграла какую-нибудь Екатерину II. Есть у меня такие ощущения, но я не знаю, это, наверное, чуть-чуть, когда я стану постарше, позрелее, потому что, чтобы сыграть даже такую роль, надо вот как-то это. وقتی که مثلا شما اکتریس هستید و یک نقش میتونم برای شما بگم که لیلا شما یکی از نقش‌های خیلی زنی گنده رو بازی میکنید مثلا شما چگونه برای که شما خیلی چهرهتون خندان است و چگونه شما میتونید که همین نقش رو بازی کنید فقط یک جمله برای شما که دختری من شما نباید این کار رو کنید مثلا چگونه همین رو برای خود اختیار میکردید و چگونه همچون یک اکتریس چگونه پیشنهاد تماشابینان میکردید مرحبا Я не знаю. вы такой вопрос задали? Да, на самом деле очень часто у меня улыбка очень редко уходит с уст, постоянно улыбчивая. Мама говорит, ты родилась и постоянно улыбалась, поэтому это самое святое. Мне пришлось бы, наверное, эту плохую роль переиначить, и все-таки плохой персонаж превратился в такого, знаете, положительного такого. برای من خیلی مهم است که شما یک مرتبه اگر نخندیده یعنی چگونه میتوانید برای که من از وقتی که لیلا رو میشناسم همیشه خنده میکنند و واقعا هم خدا کند که همیشه دائم خنده در لبانتون باشد و همیشه چی آرزویی که در دل جامعه عمل باشد. دوستان عزیز ما ایسا میگذاریم به قسمت آخری بار دیگر خاطر رسان میکنیم که لیلا تگاєва دایرکتور تشکیلات ایجادی پورنور و نشری آنلاینی لیمو مدیا هر نفری که میخواد معلومات بیشتر بگیرد پس شما به سامانه اینترنتی وارد شوید و لیمو مدیا یا اینکه پورنور رو شما میتونید که پیگیر باشید. اما حالا باشد ما سخنهای آخر رو میگیم با همین خیر خوش میکنیم. مرحمت. Что вы хотели сказать, вот, допустим, какие-нибудь пожелания молодежи, чтобы они вот как бы достигали своих целей, то, что вот они хотят, они это вот получали, как вот какими советами? Я не совсем любитель давать советы, но, наверное, каждый должен чувствовать, что он хочет, и обязательно искать то, что он хочет, потому что сейчас мир так устроен, что все хотят, не знаю, стать бизнесменами, и потом 1-2 шага они разочаровываются, начинают
заниматься другими вещами, наверное, быть в этом плане настырными, да? То есть если у тебя Настойчивыми, да, настойчивыми, настырными, упрямыми в каком-то смысле, я считаю, что упрямство — это очень хорошее качество людей, потому что пока не добьешься своей цели, лучше не останавливаться. Наверное, я бы посоветовала еще больше читать, потому что вот Лиму Медиа мы тоже создали для того, чтобы люди больше читали, Да. развивали свой внутренний мир, потому что чтение действительно играет большую роль в становлении личности. Боже, Нахождение себя даже, да? да, я бы всем, наверное, не советовала бы, а пожелала бы найти себя, на самом деле, в первую очередь, и стать лучшим в том, что вы делаете. Вот вы, как, наверное, виджей, здесь тоже, наверное, будете постоянно становиться лучше, и нельзя останавливаться. Нет предела совершенству, и постоянно развивать те навыки, которые у вас есть. Да, спасибо, Лайло, очень искренне, очень такие вот пожелания, спасибо вам большое. خب دوستان عزیز ما بار دیگر خوش آمدید میگم شما رو لیلا بر رادیوی نه واقعا هم امروز روزی بهاری بود امروز در رادیوی ما گل شکوفان بود گل لیمو مدیا رو با رادیوی نه بار دیگر خوش آمدید میگیم و اکنون در آخر برنامه با شما خیر خوش میکنیم دوستان عزیز شنوندگان گرامی و بینندگان دائمی رادیوی نه بار دیگر خدا نگهبانتون باشد آنهایی که در راه هستید روی سفید نفرانی که در خانه هستید استراحت بفارغت و نفرانی که در کار هستید برای کار و کامیابی نصیبتون باشد. Что ж, друзья, это была программа «Ассорти» с Ханделем Туировым, со мной и, конечно, с нашей гостьей Лайлой Тагаевой. Еще раз спасибо, что вы пришли. И всем пока, друзья, до завтра. Берегите себя и своих близких. تا فردا صبح خدا نگهبانتون. برنامه اسارتی بود از رادیوی نه پیگیری رادیوی نه باشید 95 5 Всем пока. Новое радио. Новое